Этот видеоролик облетел социальные сети. Видео разместили у себя на странице активисты Народного фронта Ингушетии. Экологическая катастрофа локального масштаба. От неочищенных стоков в реке Сунжа гибнет рыба. Отравленную воду пьют домашние животные. И можно только представить, какие все это влечет последствия. Вот это безобразие, где рыбка плавает, нас кормят, люди любят, удачи, там домой-то рыбку принести. И вот так ее травить. А соответственные органы должны взяться за этот вопрос. Так нельзя. Потому что многие не знают ситуацию. Эту рыбку ловят, она может быть просто-напросто отравленная, раз она уже столько мертвой ее здесь валялась. Народный фронт направил обращение в местную администрацию с требованием принять меры по прекращению этого бесконтрольного вброса неочищенных вод в реку. В экологической катастрофе общественники винят коммунальщиков, из-за бездействия которых уже несколько лет канализационные воды стекают в реку из многоквартирных домов. При этом стоки не очищаются. Последствия – мертвая рыба, выбрасываемая на берег, и зловонный запах на всю округу. На месте присутствует специалист Росприроднадзора, который сообщил, что неочищенные вбросы идут из очистных сооружений, которые изначально были заложены для 3 многоквартирных домов. Позже к ним добавились еще несколько соцобъектов. Для полноценной работы очистные фильтры на этих сооружениях нужно менять раз в месяц. Эти работы не проводились годами. Мы этим вопросом занимаемся. Неоднократно были отобраны пробы, рассчитаны ущербы, но по этому сбросу рассчитать ущерб у нас не получалось в связи с тем, что при расчете ущерба необходимо знать количество сброшенных канализационных стоков. А вот этой информации нам никто не смог предоставить в связи с тем, что администрация на данные очистные сооружения и коллектор на балансе ни у кого не стоит. Вот, в связи с этим мы материалы направляли в прокуратуру 3 года назад. Там они в отношении администрации города Сунжи выдали представление, чтобы они устранили данное нарушение, взяли на баланс. Они это представление обжаловали. Накануне было решено передать эти очистные сооружения на баланс единого оператора по водоотведению и водоснабжению. Как рассказал специалист Росприроднадзора, для установления количества сбросов сюда привлекали лаборатории, но в связи с труднодоступностью трубы, выходящей в реку, провести должную работу они не смогли. Далее уже экологический надзор по Ингушетии обратился в правоохранительные органы и в прокуратуру. Нами были приняты материалы, все переданы в МВД Республики Ингушетия для проведения мероприятий в части, касающейся 144 УПК РФ и 145 УПК РФ статей. Вот, на данный момент и направлены также в прокуратуру для сведения. Прокуратуры нам представлена информация, что они провели эту работу, запросили у Сунжинского МВД отдела информацию, но они как бы сказали, что им с управления эти материалы не переданы, и они как бы работу эту не проводили. Экологической проблемой и массовой гибелью рыбы в реке Сунжа заинтересовались и в Следственном комитете России. Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации, поручив исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Ингушетии провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах. 27 апреля 2024 года в средствах массовой информации опубликовано видео, согласно которому в реке Сунжа из-за загрязнения массово гибнет рыба. По данному факту Следственным отделом по Сунжинскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия проводится проверка, в рамках которой опрошены работники администрации города Сунжа. Следователями проведен осмотр места происшествия. Совместно с работниками Росприроднадзора изъяты пробы воды для проведения экспертизы. Проводятся все необходимые проверочные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Другое дело, как к окружающей среде относятся сами жители. Неравнодушны ли они к экологической составляющей, так же, как активисты Народного фронта? Здесь вот отдыхающие были, правильно? Да. Бутылки это все побросали после себя. Вот целые мешки валяются. Белые там, что, памперсы, что ли, детские, или что побросали туда. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.